Добрый вечер. Столицу МРЕЛ посетил чувашский путешественник с мировыми амбициями. Никита Васильев проехал на велосипеде почти 35 тысяч километров. Йошкар-Ола стала финальной точкой путешествия длиною в 2 года. Об этом необычном увлечении поговорим с самим героем. Никита в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Никита, расскажите, пожалуйста, у вашего путешествия есть какая-то особенная цель, возможно, даже миссия? Ну, цели миссии как таковой нет. То есть это обычно путешественники всегда отправляются с какими-то целями, громкими лозунгами. У меня такого не было никогда. То есть изначально мое путешествие – это познание мира. Такого было в личном качестве, то есть для самого себя. Вот. А потом уже приходится так делиться с другими людьми, рассказывать, показывать, вдохновлять людей тоже на какие-то поступки. Неважно, это в путешествии или просто в своей жизни, там в какие-то мелкие такие победы для себя, для самих себя. Поэтому таких громких лозунгов нет. Это просто познание мира, познание свободы. Вот, наверное, так. Ваше путешествие началось в 2015 году, я правильно понимаю? Ну, если брать вот это большое восточное кочевье, как я его называю, то оно началось в 2015. Но если брать в рамках всех моих путешествий, это, можно сказать, евразийские путешествия. Первое это было Кавказское, это 14 месяцев, по которой я проехал 13,5 тысяч километров. Вот, приехал, отдохнул лето и отправился в Большое Восточное кочевье. И их можно заодно брать путешествия, поэтому это 50 тысяч где-то на велосипеде вот, практически за 4 года. А все-таки в последнее ваше путешествие, что вас сподвигло отправиться? Вот сама территория, да, которую вы посетили? Или что-то еще? Ну, в это путешествие было уже несложно отправляться, так как было первое. Это уже так последующее. Вот в первое было сложно. Ну, начнем тогда с этого. Расскажите, да, тогда про первое путешествие. Да, ну, меня всегда с детства, наверное, манил горизонт. Мне было интересно посмотреть вообще, что там за горизонтом, как люди живут, какие люди живут. И вот всегда было интересно. В детстве мне подарили атлас на день рождения родители. Вот. Я всегда, что в наше детство не было компьютеров, делать было особо нечего, сделал уроки, сидишь, смотришь атлас, да, вот, и всегда карты хорошо знал, вот, и потом решил поступить уже на учителя географии в педуниверситет, в Чувашский, вот, и всегда нравилось, вот. На каком курсе вы учитесь? И учитесь ли вы вообще, успеваете ли? Да, я ушел пока со 2-го курса, то есть я поступал 2 раза, ну уже много все было в жизни, и работал, и армия, все побывало, то есть все отрезало меня от учебы пока, вот. Но все-таки я понял, что чтобы развиваться, нужно именно путешествовать, тем более я люблю велосипед, и вот выбрал такой способ путешествия на велосипеде, как, мне кажется, самый лучший вид транспорта вот именно в путешествии. А все-таки вы планируете получить какое-то образование? Да, и, наверное, сейчас вот вернусь, уже займусь этим вопросом. Именно. Вы будущий учитель географии все-таки? Ну, я надеюсь, да, я хотел бы делиться уже своим опытом с детьми, и детям будет довольно интересно. То есть вы эти путешествия планируете потом переложить в какие-то методические рекомендации в уроки? Да, это именно заинтересовать географией детей лучше вот именно своими поступками, именно своим примером, это лучший учитель. Который... Наверное, да. А скажите, пожалуйста, вот вы выбрали именно велосипед. Почему велосипед? Это ведь не так, наверное, удобно для путешествия по всему миру. Да нет, на самом деле, это очень удобно для путешествий по всему миру, потому что он не требует бензина, вот, он мобильный, если что, его можно перевозить в самолете, то есть разобрать, перевозить в любом транспорте, если нужна необходимость. Наоборот, он очень удобный и большая свобода с ним. Можно заехать в любую дорогу, в любую проселочную, везде проехать, поэтому это самый удобный вид транспорта и как для своего здоровья очень полезный. Но... Ну, не везде же вы можете проехать на велосипеде, правильно? То есть, например, в зимнее время года вы путешествуете, у вас так же ведь? Да, ну как у меня кочевье получается, все-таки зимой я стараюсь в более теплые страны уезжать, но это не спасает меня от зимы, от холодов. Ну, например, вот одна зимовка была в Средней Азии, там, конечно, потеплее, чем здесь, но только в долинах, а в горах там тоже много снега, поэтому по гололеду по всему приходилось ехать, и поэтому в любое время года на нем можно ездить. И зимой даже на нем более комфортно, наверное, в силу того, что тебе холодно, и ты едешь на велосипеде, да, едешь на велосипеде, чтобы согреться, поэтому это в любую погоду можно ездить. А у вас какой-то особенный велосипед? Нет, он обычный, я его брал в магазине. А то есть нет такого, что какие-то специальные шины для того, чтобы передвигаться было проще по какой-то пересеченной местности? Да, ну вот
все изнашивается, какие-то части, и все равно ставишь под себя что-то. Например, руль, ну, такой необычный, как он называется, бабочкой. Вот. Под себя ставишь сидушку, чтобы была удобнее. Все-таки с опытом это приходит. И просто кто мало катается, этого не может понять. А когда ты проводишь на велосипеде большую часть своего времени, ты уже понимаешь, что тебе нужно. Скажите, пожалуйста, вот в процессе путешествия наверняка вы сталкиваетесь с какими-то сложностями, которые приходится решать при помощи финансовых затрат, да? Может быть, у вас есть спонсоры вашего, да, мероприятия, или вот каким образом вы подготовились вообще к этому путешествию? Ну вот, когда начинал путешествовать, вот первое кавказское мое путешествие, я отправлялся абсолютно без денег. Ну, все деньги, которые я заработал, то есть я вложил в велосипед, в снаряжение, и вот я отправился с 10 рублями железными и килограммом гречки, прям на самом деле так было. Но я был студент такой, голодный на путешествия и в физическом плане голодный, вот. Но меня это не остановило, просто я знал, что мне это нужно, что нужно отправляться, познавать мир. Вот. А потом уже после первого кавказского путешествия, вот уже все-таки уже люди обо мне стали слышать, знать в Чувашии, да и не только. Вот, и в тех местах, где я был, тоже спасибо людям, которые СМИ тоже на Кавказе обо мне много рассказывали, много приглашали в гости. И вот, а потом уже какие-то компании тоже хотели меня поддержать, сделать, можно, какие-то рекламные акции уже. Ну, вот так вот немножко денежка такая приходит. И много людей поддерживают просто, которые смотрят. Вот сейчас я уже снимаю видеоблог на YouTube, то есть люди смотрят, и кто-то хочет так поддержать и поддерживает. Ну, То есть в процессе путешествия у вас даже получилось организовать бизнес? нет, это не бизнес абсолютно. Это деньги просто вот, чтобы не голодать, то есть нету такого. Ну, или отремонтировать велосипед, но бизнес это никакой. Это абсолютно не ради бизнеса. Денег здесь не заработаешь, и слава богу. Скажите, все-таки какой-то процесс подготовительный был перед тем, как вы отправились, да? 10 рублей, килограмм гречки, конечно, это очень рискованное предприятие. Возможно, вы языки какие-то изучали, вы же путешествуете по всему миру. Нет, я никак вообще не готовился, даже информацию о странах, в которые я ехал, особо не смотрел. То есть я люблю ездить экспромтом, то есть все совсем по мере приближения уже узнавать про эту страну. Вот, и не узнавал, не подготавливался, и с языками тоже уже приезжал и вот смотрел, какие самые необходимые слова. Ну, с языками у меня не очень так, честно, нужно все-таки ими заниматься. У меня так вот не могу запомнить много слов, и тем более, выезжая из одной страны в другую, ты уже все это забываешь. Скажите, вот вы уже 2 года в дороге, да? И наверняка, ну, точнее, давайте сейчас поговорим о географии. То есть где вы успели побывать? Это и Россия, и зарубеж. Какие точки? Ну вот я выехал 17 октября 2015 года, 23 месяца назад, ну уже, да, 24 месяц идет. Вот, отправился из России, получается, на юг, это на первую зимовку, через всю Россию, Оренбург, так, Татарстан, Башкортостан, Оренбург, и потом через весь Казахстан, через степи казахские, это уже в декабре было, на Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, потом снова через Казахстан вернулся в Сибирь, через Сибирь на Владивосток, и с Владивостока уже поехал на Китай, то есть на вторую зимовку. Во Владивосток я приехал в последний день лета 2016 года и отправился в Китай уже, сделал китайскую визу. Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд. Потом уже с весной я начал из Вьетнама снова уходить на Китай, Тибет. С Тибета уже весна, получается Монголия, там уже потеплее, потому что зимой там тоже суровый климат. Монголия, Алтай, Сибирь, Урал, и вот Удмуртия и Мариэл. А как вы оформляете документы в дороге? Какой визы получаете? До визового, слава богу, на моем маршруте только одна нужна была, это в Китай, которую нужно было делать заранее. Но это без проблем, сейчас все это делается, то вопрос только финансовый, в принципе. Но надеюсь, когда-нибудь это все отменят, и можно будет свободно уже без виз ездить. Вы пересекаете границу там, где хотите, или все-таки вы подъезжаете в те места, где это необходимо сделать? Ну, конечно, там, где это необходимо сделать, то есть обычные пункты пропуска, да, вот смотришь уже в интернете, потому что не везде, они рабочие бывают, где-то сезонно только открываются, ну, так вот смотришь информацию, потому что уже были моменты такие, что приезжал на границу, а она оказалась не международный пункт пропуска, то есть проезжают только местные, например, таджики, киргизы, и вот приходилось уже назад ехать, там 300 километров по горам. Поэтому надо с опытом это понимаешь, и нужно заранее все-таки штудировать информацию
по пунктам пропуска. Скажите, вот все-таки где легче путешествовать на велосипеде, вот, при тех условиях, с которыми вы сталкиваетесь, по территории России или все-таки за рубежом? Вам где было легче? Ну, это много факторов, конечно. По России замечательно путешествовать было бы, если были бы хорошие дороги, но с учетом наших дорог путешествовать по России очень опасно, но именно по природе это замечательно. Вот. Если так брать, наверное, Китай самая такая благоприятная страна для именно в качестве дорог. Ну, не в качестве населения, потому что очень много, особенно восток страны, Китая, очень перенаселен и очень много народу. То есть тяжело даже поставить просто палатку, найти ночлег для палатки, потому что либо одни здания, либо рисовые поля. Вот. А в России в этом плане очень комфортно, вот, с одним «но» только. Вот. И, в принципе, везде можно ездить на велосипеде и в любую погоду, и зимой, как я на своем примере показываю. Просто нужно смелости, конечно, и силы воли. Если ты этого действительно хочешь, занимаешься любимым делом, то можно везде, по любым дорогам ездить. А вот вы сказали, что не везде можно было поставить палатку, да? То есть вы, получается, в процессе передвижения останавливаетесь на ночлег, у вас собственный дом? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а как вы вообще свои бытовые вопросы решаете вот в процессе поездки? Вы у кого-то останавливаетесь, знакомитесь с людьми или как это все происходит? Ну, дорога, она тем интересна, что она непредсказуема. Ну, конечно, я в основном ночую в палатке, то есть это вот по умолчанию мой дом. Но находятся люди, которые приглашают в гости, либо они вот на дороге с тобой знакомятся, либо они уже отслеживают тебя в интернете, вот меня, и зовут в гости уже заранее, приглашают, вот будешь приезжать, приезжай, вот как сейчас и в Йошкар-Оле тоже так же. Уже мои зрители уже зовут в гости, очень приятно, конечно, вот так вот. Но, а вы не боитесь, что у вас так путешествие может затянуться на долгие-долгие годы? Ну, оно и затягивается, потому что у меня нет такой цели, чтобы уехать и быстрее приехать, как там, например, некоторые так делают, потому что дорога это не их, но они вот сказали слово, просто надо выполнить его. И им эта дорога в тягость дается. Видно, что им хочется быстрее доехать до точки а оттуда уже телепортироваться домой. Вот. А для меня дорога это жизнь уже, поэтому мне спешить и некуда, и хочется пообщаться и познакомиться с местностью, в которой я нахожусь. Поэтому ради бога, если затянется, даже что-то, какие-то моменты будут. В процессе этого путешествия случались ли какие-то неприятные ситуации, да, какие-то события, может быть, из ряда вон, что вот вас, наверное, может быть, когда-то заставляло задуматься над тем, чтобы повернуть обратно? Нет, таких моментов никогда не было. Бывали всякие случаи, ну, таких, чтобы прям экстраординарных, каких-то прям вообще опасных, такого не было. Слава богу, все хорошо. Вот. А что повернуть обратно, я не знаю, что должно случиться, чтобы я повернул обратно. Я, скорее всего, наоборот, поеду еще дальше. Вот. А такого не было, чтобы я... Тогда о позитивных событиях. Какое самое яркое позитивное событие с вами случилось за время вашего путешествия? Можете выделить? Ну, самое яркое, позитивное. Вот. Ну, вот сейчас я уже с Сибири начал путешествовать со спутницей. Так. Вот, да. Вот, наверное, это был такой шаг тоже. Я потому что привык путешествовать один. И вот для меня это был такой шаг путешествовать вдвоем. Как это случилось? Ну вот я тоже был в Новосибирске, тоже меня делали репортаж на радио одном, и вот моя спутница там работала, она ведущей на радио была, и про меня вот делала новость. И вот, и как-то в соцсетях добавились, просто потом начали общаться. А потом... Она сейчас путешествует вместе с вами на велосипеде? Да. Вот едем уже ко мне домой, в Чувашию. Слушайте, это здорово. Скажите, пожалуйста, а вот вернемся к вашим путешествиям. Сколько вы за день приезжаете? Вы же не 24 часа в сутки крутите педали? За день проезжаю где-то 100 километров. Ну, это такой золотой стандарт. Это получается 5 часов ходовых. Без учета отдыха это получается 20 километров в час скорость. Вот. 5 часов, ну где-то 7. Сейчас световой день уже покороче, поэтому надо успевать раньше просыпаться, чтобы успеть побольше проехать. Летом же светового дня много, можно много проезжать довольно-таки при желании. Вот. А так... Это требует каких-то особенных физических усилий, даже не усилий, а именно как раз к вопросу подготовки. То есть физически вы тоже никак не готовились? А физически тут готовиться и не нужно. То есть в дороге уже сам подготовишься. Когда выезжал в первое путешествие, было сложно, тем более был встречный ветер сильный, то есть много факторов, но все-таки через
через силу вот так вот проезжаешь, и с каждым днем и организм тренируется, и, в принципе, не нужно готовиться так заранее. Получается, вы сейчас уже завершаете свое путешествие. Вы едете в Чувашию. Это все финальная точка или дальше у вас уже есть мысли о том, куда дальше отправиться? Ну, в Чебоксарах вот сейчас я завершу вот это большое восточное кочевье уже официально. Вот, а после следующего путешествия пока, честно, не думал об этом. Хочется немножко отдохнуть и морально, и физически. Не знаю, как это получится после стольких лет путешествий, но, возможно, будет уже какое-то большое западное кочевье. Вот, буду уже над этим трудиться, уже подготавливаться, да. Может быть, начну писать уже какую-то книгу, можно, по вот этим путешествиям, но на это надо назреть. То есть пока я не чувствую, что я еще готов, нужно придумать интересный стиль написания какой-то, потому что много людей уже просят что-то, чтобы я что-то написал, большой отчет. И вы выбрали вот последней точкой вашего путешествия, которое завершается, именно Йошкар-Олу. Это с чем связано? Ну да, Йошкар-Ола — это заключительный населенный пункт перед Чебоксарами. Вот, в Йошкар-Оле я никогда не был, хотя вот всего в 100 километрах находится, но в жизни я никогда здесь не был. Вот. А езжу я только новыми дорогами. Вот. Если брать там Казань, в Казани я как раз выезжал в Восточное кочевье, там мне уже не так интересно будет, а вот в Йошкар-Оле не было. Вот как раз решили так через Йошкар-Олу поехать. И дорога здесь поспокойнее, через леса, все-таки машин поменьше, чем по федералке по М7 ехать. И вот решил, так вот через Йошкар-Олу решили заехать. Еще был у меня один вопрос. Вы сказали, что многие люди за вами следят. Были ли такие случаи, когда вам предлагали компанию или то есть хотели присоединиться к вашему путешествию, вы бы взяли с собой таких попутчиков? Ну, честно, я к попутчикам так только если на 100, на 200 километров проехать, но так, чтобы кого-то брать на дальней дистанции, наверное, нет, потому что... С чем это связано? Да каждый человек должен сам. Многие люди просто хотят поехать именно из-за страха, что они боятся выехать в одиночку, никогда не путешествовали и боятся в одиночку ехать. Вот. Но я всегда говорю, если человек действительно этого хочет, он отправится при любых обстоятельствах, как сделал это я. Вот. Но меня радует, что много отзывов люди пишут, именно отправляются, даже вот просто в отпуск, отправляются на дальние дистанции, там по моим даже тропам, по моим протаренным тропам, на Кавказ, и меня это очень радует, это показывает, что я все-таки делаю дело не просто так, а люди вдохновляются и меняют свою жизнь. Никита, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. О нестандартном путешествии длиной в 2 года и 35 тысяч километров, которое пришлось преодолеть на велосипеде, говорили с чувашским путешественником Никитой Васильевым, будущим учителем географии. Всего доброго, оставайтесь на телеканале «Россия-24».